Монтажники наращивают темпы. Сварочные работы на Якутской ГРЭС-2 не прекращаются ни днем, ни ночью. Изначально запуск объекта был запланирован на конец прошлого года. Но сегодня его строительная готовность всего 80%. Хлопать в ладоши по поводу того, что работы идут, когда они должны были месяц назад закончиться, я лично морально не готов. Руководством Российской Федерации установлен новый срок. Это 1 января 2017 года. Срыв сроков сдачи объекта во многом связан с нерадивостью поставщиков, говорит Юрий Труднев. С ними разговор будет отдельный, обещает зампред. Возможно, в зале суда. Энергетики, в свою очередь, надеются закончить работы в октябре. Ведутся работы по обвязке, по шеф-монтажу. Кроме того, в электротехническом помещении практически тоже смонтировано все основное технологическое оборудование. Во второй день поездки Юрий Труднев проводит два крупных совещания. На повестке дня алмазодобывающая промышленность и экономика региона. Дальний Восток закончил предыдущий год с положительными темпами экономического роста. Вопрос приватизации компании «Алроса», по словам полпреда, остается открытым. При этом акции региона, это 25% плюс одна, останутся за ним. Также это касается и 8% принадлежащих районам Якутии. Сегодня компания остается под контролем государства, и наши акции участвуют в этом процессе. А что касается 8%, то они прежде всего защищены законом республики. Тему приватизации в правительстве рассмотрят уже в ближайшие дни, обещает вице-премьер. Главное сейчас решить, сколько акций и когда их продавать. В нынешней экономической ситуации приватизация невыгодна. Продавать когда надо, когда акции на пике. А у нас сегодня что, рынок мировой вверху, у нас внизу. Мы на дне продавать собрались. Возникает вопрос, а правильное ли время мы для этого выбрали? Говоря об экономике, Юрий Труднев сообщил, что сейчас в стране рассматривается новая антикризисная программа, главной задачей которой станет развитие страны в нынешних напряженных условиях. Полпред заявил, что подобные совещания по обеспечению стабильного социально-экономического развития пройдут во всех субъектах федерального округа, после чего этот же самый вопрос, но уже в целом по Дальнему Востоку, будет рассмотрен на уровне председателя правительства Дмитрия Медведева. Дмитрий Макаров, Денис Попов. Вести. Якутск.